Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Официально дорожно-транспортным происшествием считается дорожная ситуация с участием как минимум одного автомобиля, которая привела к порче имущества или нанесла вред здоровью людей. Выделяют несколько распространенных причин дорожно-транспортного происшествия в зависимости от главного виновника. Речь идет о ДТП, причиной которых стали водители, плохое состояние дороги, неблагоприятные погодные факторы или плохое техническое состояние транспортного средства. Нередко в возникновении аварий виноваты и пешеходы. По данным ГИБДД, в прошлом году в республике зарегистрировано 731 происшествие, в которых погибли 82 человека и 970 были травмированы. С участием детей же произошло 109 ДТП. Погибли 3 детей. Пострадали 118 человек. В 2023 году на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погиб 1 человек и 5 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних. Все 5 происшествий были зарегистрированы в Якутске. Из них одно на нерегулируемом пешеходном переходе, 2 при переходе в неустановленном месте и столько же на регулируемых пешеходных переходах. Густой туман и выхлопные газы от автомобилей сильно затрудняют обстановку на дорогах, создавая прямую угрозу участникам дорожного движения. В условиях низкой видимости водителям и пешеходам нужно быть особенно бдительными. Как показывает статистика, основная доля наездов на пешеходов приходится именно в темное время суток, когда водителю сложно видеть резко вышедших людей на проезжую часть. По сравнению со штрафами для водителей, размер административного наказания для пешеходов невелик. Однако не стоит забывать, что за нарушение ПДД пешеход может поплатиться собственной жизнью. Поэтому необходимо придерживаться всех правил дорожного движения и советов сотрудников ГИБДД. Чтобы не случилась беда, водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пристегиваться ремнями безопасности. Травмы, полученные пешеходами в ДТП, отличаются особо тяжкими последствиями. И это неудивительно, ведь в противостоянии человека и автомобиля очевидно сила на стороне металлического тяжелого механизма. Поэтому пешеходам стоит внимательно отнестись к собственной безопасности. Для этого в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя светоотражающими элементами на одежде для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения. Но стоит помнить, что безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. О причинах аварийности на дорогах, какие изменения появились с января 2023 года, нам сегодня расскажет временно исполняющий обязанности начальника управления госавтоинспекции МВД по республике полковник милиции Александр Петрович Кехтер. Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. телезрители. Ситуацию, на дорогах усложняют, в общем-то, скажем, погодные условия. Мокрый снег, там в данное время туман, можно сказать, даже недисциплинированность наших граждан, пешеходов, да. Ну и какую-то лепту негативную вносят наши водители, которые не соблюдают правила дорожного движения. В общем, как начался год? Елизавета, год начался, в принципе, праздники прошли достаточно уверенно и положительно. У нас не было ни одного погибшего, но в настоящее время у нас уже на сегодняшний день 2 погибших. Это ДТП резонансное с водителем Хайса, который перевозил 10 пассажиров, хотя не имел права перевозки столько пассажиров, порядка не более 7 должен был перевозить. И транспортное средство для этого не было оборудовано. Людей тоже можно понять. Сдалека ехали с Оленёкского района, правила дорожного движения должны соблюдать все, без исключения. Да, вот это резонансное ДТП, водитель погиб, к сожалению. Также у нас ДТП с пешеходом произошло. Девушка выбегала на Губина у нас через проезжую часть, побежала за собакой, отвлеклась и тут же из-за машины выбежала, и также ДТП произошло. Но здесь вина непосредственно пешехода, и тоже там обстоятельства такие. Основной причиной, конечно, туман у нас является в настоящее время. Туман, водители не соблюдают скорость, спешат. Вот эта спешка приводит к таким трагическим последствиям. Здесь бы хотелось к населению тоже обратиться и к водителям, и к пассажирам. Также причиной является у нас то, что не пристегиваются ремнями безопасности. В большинстве случаев эта тяжесть последствий очень сильно влияет. И поэтому в настоящее время позиция МВД и прокуратуры республики также нам очень приятно, что они включились в работу по содержанию улично-дорожной сети. Да? МВД в целом мы акцентируем внимание только на грубые нарушения и те нарушения, которые влияют непосредственно на тяжесть последствий при ДТП. И этот год у нас запланирован именно на выявление таких нарушений.
чтобы как бы не приучить, а объяснить людям, да, водителям, пассажирам, что пристегнуться, это ни сложности никакой не составляет, но при этом они сохраняют себе жизнь, здоровье сохраняют при этом. Поэтому это наша основная задача на 23-й год. Я думаю, она нами будет решена, так же, как и 22-й год. Но, конечно, хотелось бы, чтобы на дорогах республики не погибал никто, ни один наш водитель, ни один гражданин республики и Российской Федерации в целом. Мы к этому стремимся. Вот, я видела, читала вашу статистику, там говорится о том, что 77% аварий, да, во время тумана именно вот совершают водители, именно вот столкновения совершают с идущим. По попутном направлении. Да. Да, Ага. по пути, С который чем транспорт вообще идет. вот это Да. связано? Здесь в основном у нас это дымовая завеса, которая особенно большегрузных транспорт. Вот у нас проблема. Мы неоднократно обращались и в глав с этим вопросом. И, скажем так, институты, которые разрабатывают все эти стандарты, ГОСТы. К сожалению, пока в настоящее время особое внимание не уделяется. Но проблему нашу слышат, и мы ее ежегодно и ежемесячно даже стараемся озвучить. Особенно, как говорится, готовь сани с лета, да? Вот мы уже летом это все направляли, готовились к зиме, но пока у нас получается отработать это в городе с водителями автобусов, ну, с автопарком мы отрабатываем. Спасибо администрации города, тоже слышат нас. И если это будет все-таки возможно, мы в главке эту проблему отразим, чтобы как нарушение оно не являлось. В настоящее время это как переоборудование идет транспортного средства. Но работу проводим, я думаю, она будет успешной. Сейчас наша основная задача решить эту проблему с большегрузным транспортом, который у нас осуществляет перевозки опасных грузов, там, ну, всего, да, которые именно, да, большегрузный транспорт, у которых скорость зачастую бывает 50-40 километров ввиду того, что большие температурные у нас режимы, да, мороз и задымленность. Тяжело двигаться автомобилем, поэтому у нас получается, что водители, которые на легковом транспорте, двигаясь даже с допустимой скоростью, все равно допускают ДТП из-за туманной из-за облака этого задымления идет. А летом, весной, вот когда тумана нет, допустим, да, на этих региональных и на федеральных трассах тоже происходит очень много происшествий. С чем это вообще связано? Это связано с превышением скорости. Сцепление хорошее, люди начинают пренебрегать скоростным режимом, чувствуют, что транспортное средство себя ведет, ну, скажем, держит, да, дорогу, поэтому они начинают превышать скорость, не соблюдать ПДД и также обгонять в местах, где обгон запрещен. Ну, из-за этого у нас такие ДТП резонансные также происходят. Это выезд на полосу встречного движения. Вот где у нас наиболее такая проблематика, но также отрабатываем. В настоящее время в этом году запланировали и в автошколах провести работу в части подготовки именно водителей непосредственно там, включить в какие-то часы. Также с Министерством образования будем отрабатывать. Я думаю, к лету уже какие-то плоды нам дадут, во всяком случае. Но в летний период у нас больше половины ДТП, в которых погибают люди, происходит. Даже не сейчас? Даже не сейчас. То есть основное, скажем, количество погибших, да, у нас людей, это вот происходит именно на летний период, за 3 месяца. Вот это вот обидно, конечно, но в связи с чем мы и усиляемся. Там у нас и начинают мотоциклисты уезжать, которые также не зашли. Действительно, есть у нас мотоклубы, да, которые качественно относятся к своему, скажем, призванию, да, то, что они мотоциклисты. И очень приятно, что здесь такой клуб есть у нас, да, и не один. И дай бог, чтобы они также соблюдали, продолжали и более объединяли всех людей, приобщали водителей мотоциклов именно к соблюдению правил дорожного движения, именно к соблюдению мер безопасности, шлем и так далее. Потому что ряд ДТП резонансных у нас и в 2018-2019 году происходило, где страшные, конечно, кадры, да, ребята выбиваются, вот это самое печальное. Но в настоящее время работу проводим.
Вот сейчас зимой очень много, после Нового года, ну, а в основном погода у нас очень такая морозная стоит, да, туманная. И на трассах очень много сейчас вот происшествий. Происходит чрезвычайная ситуация. Что нужно делать водителям, пассажирам вообще? Как быть? В первую очередь, конечно, перед тем, как выехать, надо подготовиться, посмотреть знаки аварийные, ну, вообще техническое состояние транспортного средства. Потому что такие морозы, вы сами понимаете, у нас были такие факты, да, и в прошлые года, также в 19-20 году были факты, когда люди жгли покрышки там машин, чтобы выжить. Да. Да, такой ситуации было. Да, вот ладно, наши сотрудники ехали там на КАМАЗе, на передвижном посту ДПС, и тоже оказали содействие. А так неизвестно бы, чем это обернулось. Многие обморожения люди получают. Это как вот в Аймиконе случай был, тоже два водителя поехали на неподготовленной машине. Ну и один в итоге от обморожения умер, второй остался калекой. Ну это тоже вот такие факты есть. Поэтому в первую очередь машина должна быть подготовлена. Запасное, обязательно спички там, я не знаю, ну, с чем можно развести костер, разжожики там и так далее. Хотя бы из подручных, да, теплая одежда обязательно. Унты, основные костюмы и так далее, эти комбинезоны утепленные. БАС, тоже, я прошу прощения, конечно, не рекламирую ничего, просто теплые, качественные вещи, которые действительно сохраняют тепло. Вот именно вот это. Да, и, ну и если такое произошло, обращаться в 112, если связь есть. Позвонить. Если, да, связи нет, то по федеральным дорогам в настоящее время у нас патрулируют транспортные средства. Километражи, конечно, мы не все охватываем, но стараемся максимум, особенно те участки, где у нас ДТП происходит с погибшими, с пострадавшими. Вот в целях профилактики мы отрабатываем именно эти участки. Знаки аварийной остановки обязательно, чтобы и непосредственно установить их, особенно федеральные дороги, чтобы видимость была достаточной, чтобы движущие в попутном направлении, да, во встречном направлении там видели, что поломка какая-то произошла. Ну и, конечно, нашему населению, водителям, друг другу, чтобы помогали. Потом едут, бывает, и сообщали. Если где-то увидели, что где-то что-то произошло, поломка, если даже не могут сами оказать помощь, в любом случае, по прибытию в любой населенный пункт, где это возможно, дозвонились, сообщили в полицию, нам непосредственно ребята выйдут, отработают. Кстати, у нас есть видеоматериал о том, как ваши сотрудники спасали вот в холодное время года пассажиров и водителей. Да. Буквально перед Новым годом, 20 декабря, когда на улице стоял 50-градусный мороз, около 3 часов дня в ходе патрулирования инспекторы ДПС заметили стоящий на проезжей части пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кангаласы-Якутск. Как выяснилось, в транспортном средстве произошла поломка, а устранить ее на месте не удалось. Пассажиры автобуса, среди которых были 3 детей, 4 человек пожилого возраста и 11 граждан, остались посреди трассы одни. Благодаря оперативным действиям инспекторов все пассажиры продолжили путь на попутных машинах. Также инспекторы оказали помощь в перемещении неисправного транспорта на станцию техобслуживания. 1 января наступившего года, примерно в 9 часов вечера, сотрудники госавтоинспекции во время несения дежурства по улице Аюнского города Якутска обнаружили женщину лет 40-50 с признаками обморожения на видимых частях тела. Женщину, которая не помнит, откуда и куда шла, с сильными обморожениями рук и ног, сотрудники передали медикам скорой помощи. Также 4 января около 6 часов вечера на федеральной автодороге Лена, недалеко от поселка Чульман Нерингринского района, сотрудники отдельного батальона ДПС заметили припаркованный на обочине легковой автомобиль с аварийной сигнализацией. В этот раз семья из 3 человек направлялась на горячий источник Наход из Якутска. По пути из-за долгой эксплуатации иномарки при сильном морозе произошла поломка. Починить транспорт никак не удавалось. Водителю и пассажирам оставалось находиться в салоне и ждать помощи. К счастью, на трассе оказались инспекторы ДПС. Полицейские оперативно увезли граждан до гостиницы в ближайшем поселке. Неисправный автомобиль доставили для починки в теплую стоянку. Спасенные граждане выражают искреннюю благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь и внимательное отношение к людям. Александр Петрович, у вас есть и положительные моменты. 27 октября прошлого года состоялось торжественное вручение аппаратно-программных комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Автоураган МС». Да? В чем особенность и эффективность данного оборудования? Ну, особенность в том, что данные комплексы
процессе движения определяют транспортное средство, которое, допустим, допустило нарушение, водителей, которые там допускают нарушения. И в процессе движения также фиксируют эти нарушения, могут. Именно нарушение скоростного режима. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы включили по нарушению ремней безопасности. Но этот вопрос еще остается открытым для того, чтобы была полная доказательная база того, что водитель был не пристегнут. Но эта работа, я думаю, будет в ближайший квартал уже решена и отработана. Также очень удобно пользоваться сотруднику ДПС. В первую очередь мы брали это для того, чтобы непосредственно ребятам, которые работают на дороге, чтобы им было удобно. Мы перед этим тестировали это все. Спасибо правительству, да, что они пошли навстречу, выделили денежные средства. Мы в настоящее время подгружаем информацию в транспортных средствах, которые у нас допускают нарушения, но не зарегистрированы в установленном порядке. Да. Собственники являются другие. Допустим, продали машину, вы продали машину, но новый владелец в течение 10 дней, как он обязан, согласно ПДД, да, зарегистрировать, да, законодательство. Транспортное средство не зарегистрировал и продолжает ездить нарушать. Штрафы, допустим, приходят вам. Вот таких водителей мы тоже подгружаем, вычисляем, причем не только у нас здесь, да, у нас есть комплекс «Паутина» в этом году также открылся. Это федеральная система полностью действует по территории Российской Федерации. Там вычисляют в транспортные средства двойники. Это тоже мы все подгружаем. Подгружаем водителей, которые у нас большое количество нарушений допускают. Да? Именно нарушение скоростного режима, также беседы с ними проводим, вызываем, предостережения вносим, если это водители, которые перевозят пассажиров, так называемые на ХСах, да, я понимаю, необходимость такая есть, потому что другого транспорта нет у нас в настоящее время, да, предоставить тем же людям с Вилюйского района, не знаю, Статинского района, да, Колыма, там, Слейна, неважно. В первую очередь надо думать о людях. И, конечно, о здоровье их, чтобы оно соблюдалось. Большинство водителей в настоящее время соблюдают все требования ПДД, да, которые осуществляют эти перевозки. Но есть ряд водителей, там порядка 10 машин, которые также мы вносим в эту систему, вносим в паутину, вносим в балки, и они уже в ходе движения, патрулируя по маршруту патрулирования, могут выявлять эти нарушения, останавливают, привлекают к администрации. То есть хорошее подспорье. Да, очень хорошее, очень удобное. И, как показала практика, более 2000 грубых нарушений. Плюс водители, которые лишены ранее водительского удостоверения, но не сдали его, да, как положено Ездят, законодательством, да, продолжают двигаться, управлять транспортным средством. Значит, таких мы тоже очень много выявляем. Порядка там 200 водителей таких выявили. Бесправников много выявляем. Поэтому, которые могли бы допустить ДТП. Честное слово. Благодаря ребятам, их качественной работе, руководителю батальона, да, эта работа проводится. И на этот год Министерство транспорта также запланировало закупить 5 балок, видят, что эффект положительный дает. И основная задача у нас, конечно, федеральная дорога. Вот именно в летний период, ближе к летнему периоду, зимний период, именно по соблюдению скоростного режима мы будем по 5 автопатрулей на Колыму, допустим, да, федеральную дорогу, Вилюй выставлять, и чтобы уже непосредственно у нас тяжесть последствий была меньше. Именно где категория дороги, скажем так, асфальтированная дорога, она вот 4-й категорией является в настоящее время у нас, да. Вот, чтобы именно на этих участках у нас ДТП резонансных не происходило, чтобы люди соблюдали скоростной режим. То есть и для профилактики, и для выявления. Да. В основном, конечно, наша задача основная профилактика. Мы, еще раз говорю, только грубые нарушения. За мелкие нарушения мы стараемся ограничиваться статьей 2.9 КоАП, предупреждением. А вообще, как вообще выглядит вот это оборудование само? Там целый комплекс, экран, сама система, балка, 6 камер, то есть она в 6 направлениях фиксирует. Это вы оборудуете машину? Да, это полностью автопатруль оборудуется, да, до 8 полос она может. У нас, конечно, нет таких полос, но мы на будущее все равно с развитием. Конечно. Да. Дай бог, чтобы они появились. Да, и чтобы данные транспортные средства могут фиксировать нарушения по стырке полосам из-за этих. Плюс в розыске, которые находятся
вплоть туда можно даже подгружать лица водителей, которые также будут фиксироваться. Это уже в дальнейшем, которые в То есть розыске находятся. своего рода как бы база данных. Да, база данных. То есть, ну, она закрытая, конечно, только в наших этом, но, Ну да. да, но очень удобно, и дай бог, чтобы она развивалась. Мы, кстати, первый субъект Российской Федерации, который вообще применил данные Вот комплексы. поздравляю, Да, да. ну это не нас, это наш. Но нас тоже, конечно, мы немалое участие, да, применили. Ну и, конечно, к порядку, и люди уже знают, уже все равно население в курсе, и у нас меньше таких ДТП происходит. С водителей без права управления, да, которые лишенников, нет уже таких. Ранее они были, ну а сейчас максимально снижаем этот процесс идет, дай А бог. какие вот советы можете дать сейчас нашим водителям? Не только вот наше в зимнее сейчас время, а вообще в целом. Да, просто соблюдали ПДД, и все, ничего сложного нет там. Самое первое правило. Не употреблять, не употреблять за рулем, это обязательно, это самое первое правило. Ну и Кстати, в большей степени как вообще вот происходит авария? Именно вот из-за водителя, который вот злоупотребляет, ну, в алкогольном да, опьянении. в алкогольном опьянении, или чисто случайность, или из-за того, что там Вы знаете, не заметил, не тут увидел? много. Вот мы каждый день собираемся, да, ежедневно, и с районами, и с ребятами, с коллегами, с нашими, да, с руководителями ГАИ, обсуждаем каждое ДТП, чтобы в дальнейшем, скажем так, на ошибках учимся, да, чтобы в дальнейшем они отрабатывали тот или иной. Особенно бывает ДТП водитель в состоянии алкогольного опьянения, но причиной была, допустим, водителя, который трезво управлял транспортом. Он виноват. Не предоставил преимущество, например. Бывает НТО у нас. То есть из-за кочки там, да, управление не удержал, то есть тоже влияет. А у нас это как, ну, не бич, а как это сказать, проблема большая. Да, поэтому тут тоже мы отрабатываем. И вот я еще раз говорю, другие ведомства нас начали поддерживать бурно. Спасибо и Минтрансу, и прокуратуре республики, которые большой вклад также вносят сейчас ощутимый. И нам это отрадно, приятно, да, что не мы одни боремся с этой проблемой. Вот. А вот этот автоураган, этот прибор, скажем так, он выявляет водителя в алкогольном опьянении? Нет, пока не выявляет, такие разработки ведутся, но данный комплекс не выявляет, нет. Но тех, которые ранее привлекались и были лишены водительского удостоверения и также продолжают транспортом управлять, он выявляет. Поэтому здесь Работа да, ведется. работа очень хорошо ведется в этом плане. Да. И еще раз говорю командирам спасибо, достойно отрабатывают, видно, и ребята сами. Поэтому вот работа ведется. Надо быть бдительными, а лучше Это не точно. выезжать вообще. Автоураган МС от российского разработчика отслеживает скоростной режим в обоих направлениях транспортных потоков, имеет радиус обзора 360 градусов на разных дистанциях и контролирует различные виды нарушений. В комплекс загружена база данных по водителям, лишенных водительского удостоверения, а также транспортных средств, утилизированных и снятых с учета. Автоураган МС помогает в розыске нарушителей, в том числе по оперативной информации, поступающей экипажам патрульных машин ГИБДД. Да, серьезное оборудование, да? Да, да. Александр Петрович, а какие изменения у нас вот уже начали действовать с 2023 года? Ну, конечно, с 2023-го, с начала года у нас действует сейчас отмена госпошлины в плане ее половины, да, то, что вот мы по госуслугам обращаемся за предоставлением госуслуги, допустим, регистрация транспорта, выдача водительского удостоверения. Ранее была, можно заплатить госпошлину в полсуммы, за минусом 30%, там, в зависимости от госуслуги, которую предоставляли. Но вот в настоящее время, конечно, это отменили, и сейчас мы все должны общую сумму эту, да, госпошлину, там 2 500, 2 тысячи рублей за регистрацию транспортного средства, 2 500 за выдачу водительского, 2 тысячи рублей оплачивать в полном объеме. Это вот, конечно, я не знаю, ну, это не положительное, конечно, да. Но в то же время вот такие изменения у нас произошли. Ну и основные изменения, которые в этом году планируются, да, у нас.
Это, конечно же, вот этот перевозчиков пассажиров непосредственно такси, да, вот, допустим, InDriver, там, Яндекс Такси, вот этих вот, которые по приложению у нас запустили, да, свои организации, они уже будут ответственность нести за работу водителей, которые у них будут, да, зарегистрированы. То есть там наличие медосмотра при выезде Таксисты, транспортных. как и автобусников. Да, техническое техобслуживание, то есть на пункт технического обслуживания они должны будут раз в полгода проходить техосмотр транспортного средства, так как они являются транспортным средством повышенной опасности. Они у нас непосредственно постоянно на дороге. Постоянно. Если, допустим, мы как водители, да, любой, до работы, с работы, по делам вкратце, то данный вид транспорта у нас постоянно двигается по городу. Плюс еще пассажиры. Да, плюс еще вот это вот именно, да. Поэтому вот здесь на это вот обратили внимание, и это вот такой немаловажный фактор, что за них уже будет нести ответственность. И при наборе теперь, да, водителей уже организации, корпорации, неважно, кто предоставлять будет такие, да, услуги населению, вот они будут уже принимать именно достойных, да, не лишенников, как раньше. Это тоже бывали такие у нас факты, Ну да, где посмотрите, водители были сколько раз лишены. они там... Да, уже будут на нарушения смотреть и так далее. Ну, то есть взаимодействие мы с ними будем налаживать, с такими организациями. Ну и, в принципе, пока больше нововведений таких не планируется, которые бы сильно, да, повлияли у нас там на население. По штрафам тоже ничего не планируется. По увеличению штрафов, по новому кодексу пока все на стадии разработки, на стадии утверждения законопроекта. Ну и, конечно, я думаю, в ближайшее время таких серьезных изменений не будет. Работаем по-старому, поэтому пока А так. какие планы вообще составлены на этот год? Планы, конечно, у нас, это первый план, чтобы у нас минимум людей погибло на дорогах. Это основной план. Он не план, это наша работа. Вот чего мы хотим добиться, чтобы вообще люди не погибали на дорогах. Но это вообще зависит же от самих людей, Согласен, от водителя, от обучения, пешеходов. от обучения много зависит. Если мы со школьной скамьи, тоже приятно, что Министерство образования у нас сейчас в настоящее время большую работу проводит. Лабораторию безопасности мы запустили, которая у нас в населенные пункты выезжает также по федеральным дорогам. Вилюйский район, Колымскую зону районов тоже, Чурапчинский, Татинский, Тампонский район посетили. В этом году мы эту работу будем продолжать, будем нацеливать большую работу именно с детьми, потому что вижу, что работа ведется, дети обучаются и понимают. Пока они маленькие, с ними надо вот как раз эту работу проводить. Но в то же время по вине именно родителей, да, у нас также дети попадают и в дорожно-транспортные происшествия. И Повторяют также, движение да, родителей, да, получается. да. На тот же красный свет. Давай Вот, побежали, да, успеем, да? Да, вот именно на Ярославского то, что произошло, да. Я понимаю, пожилой, там, дедушка повел внучку, да, но все равно, если бы, конечно, это время. Раньше по-другому немножко. Наши родители же, они по-другому жили. Поэтому там и движения такого не было, транспорта. Машин меньше Да, было. машин меньше, и светофоров не так много было, и дороги были другие. Да. Поэтому к этому надо идти, привыкать и вкладывать в наших детей. Если мы это благополучно, успешно сделаем, то в ближайшее время, даже через, пускай 10 лет, да, мы получим хороший положительный результат. И Кстати, вот по велосипедистам я хотела еще спросить. На них же тоже действует правило дорожного Конечно. движения. Многие вот не знают, пешеходный переход. Некоторые Пешеходный. велосипедисты прямо вот на велосипеде Проезжают, да. проезжают. Как они должны себя вести? Вот, они должны спешиться и спокойно пройти, при этом при всем убедиться. Мало ли, если у транспортного средства отказали тормоза, это и пешехода влияет, касается. Потому что у нас бывают такие случаи, тем более такие температуры. Убедились, пошли, посмотрели налево, направо, прошли. Не надо быть беспечным. Наушники, как говорится, это тоже наша Да, проблема. Да, я понимаю, музыка, да, и так далее. Все равно жизнь дороже. Конечно. Вот это надо понимать. Если мы поймем, население, наши люди поймут, будет очень, конечно, приятно. И я думаю, в дальнейшем будет меньше жертв у нас, погибших. Александр Петрович, вам большое спасибо. Вам Благодарю, спасибо что огромное. приняли наше приглашение, приняли участие в нашей передаче. И вам желаю, самое главное, хорошего
настроение каждый день, чтобы на дорогах было чисто, как говорится, зеленый свет, Да. да. Ну и успехов в вашей Спасибо. нелегкой, да, работе. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые водители, пешеходы, будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения. Соблюдайте безопасную скорость и дистанцию. Берегите себя и своих близких. На этом на сегодня все. Встретимся ровно через неделю. До свидания.